Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Alive. И сегодня мы с вами сделаем такой интересный расклад просто о вас. И опять это будет однопозиционный расклад. Почему? Потому что мы с вами продолжаем цикл видео в стиле беседы. Беседы именно со мной лично. Как будто бы вы пришли ко мне домой на индивидуальный расклад, и мы так по-домашнему с вами, да, в стиле сегодня пижамной вечеринки сидим и обсуждаем, ну, может быть, какую-то вашу проблему, вашу жизнь, или я вам делаю расклад просто для того, чтобы вы что-то узнали о себе, как небольшое такое развлечение, да, для вас, и, может быть, как некая, опять же, психологическая консультация, да? Консультация с моим участием в вашей жизни. Хорошо, давайте, вот я сегодня гадать буду на золотом универсальном таро. Надеюсь, что эта колода вам нравится, да? Надеюсь, что она приятна для вас. Вот такая интересная колода. Такая рубашка у нее. Вы эту колоду наверняка видели на многих каналах, не только на моем. Ну и на моем постоянно видите, да? Вот. Расклад «Помощь вам», да? Помощь именно, ну, вот в сегодняшней вашей личной ситуации. Так, пока я тасовала колоду, упали две карты. Давайте посмотрим, что там. Значит, паж жезлов упал и умеренность упала. Вот видите, вообще паж жезлов, карта такая неплохая, она говорит о том, что у вас скоро в жизни будет какая-то очень продуктивная идея. На самом деле это карта, показывающая новый интерес, новое знакомство, обучение и также очень позитивный настрой. То есть ваше жизненное обаяние, да? Когда вы горите чем-то, когда вам что-то нравится, ну, вас как бы так вот приподнимает, да, люди-то это замечают, как у вас глаз горит, их это привлекает, да, вот ваша позитивность такая, ваша, может быть, сексуальность даже, ну пусть, и вы, ну, нравится вам чем-то заниматься, да, и вы вот, когда этим воодушевляетесь, естественно, люди тоже этим воодушевляются, и они говорят, ну, я так же хочу. Я хочу так же гореть, я хочу так же, вот, чтобы мне в жизни было интересно и хорошо. А умеренность – это такая карта, она показывает ангела смирения, да, то есть иногда обстоятельства складываются не так гладко, да, что вот раз и у тебя все как по маслу потекло, или не потекло, а пошло, да, пошло как по маслу, вот, и вот идея зародилась, и вы там через полгода богаты, а может не через полгода кто-то скажет, я через неделю должен быть богат. Вот умеренность, она говорит, ну умей ты как-то выдерживать, да, вот это, терпеть, да, когда у тебя вот родится идея, когда ты ее начнешь воплощать в жизнь, научишься чему-то, начинаешь это развивать. Вот у меня каналу, допустим, «Школа Таро Альвиен» уже 5 лет, а на нем даже еще 100 тысяч подписчиков не подписалось, да? И я начинаю что думать? Ну вот, по пажу жезлов хочу быстрее, да? А умеренность мне говорит, допустим, сказала бы мне умеренность, подожди, еще не всему свое время. Ведь высшие силы, Бог знает, когда придет какая-то вот точка, к которой ты стремишься, там, допустим, хочешь там 1 000 000 подписчиков, да, это когда-то тоже случится, но вот когда оно случится, вот в чем вопрос. И вот, понимаете, вы хотите какую-то идею осуществить в жизни, да, но она так вот не за 5 минут. Не за 5 минут, а нужно подождать. А когда ждешь, начинаешь что делать? Ну, бросать, естественно. Вот я свой канал не бросила, да. У меня на iLife тут уже подписчики, еще на 3-м канале, но я же их не бросаю. Хотя вот вроде как я хочу тоже там, как у некоторых, 57 миллионов подписчиков, почему бы и нет. Но вам не надо бросать свое-то дело, которое вам нравится, правда? Хорошо. Давайте погадаем, да? Вот я тасую колоду, как обычно. Беру вот так ее и перемешиваю. И вы должны что сделать, дорогой гость? Кто пришел ко мне погадать? Снимай. Снимай. Вот раз снимаешь, да? 2 снимаешь. И 3. Хорошо. Вот на дне у нас колоды, опять же, кто? Рыцарь жезлов, да? А что сделает здесь рыцарь жезлов? Он куда-то спешит. Нужно хватать быка за рога.
нужно сейчас вам вот где-то вот то, что вам идет в руки, урвать срочно. Берите сейчас, пока не поздно. Если будет поздно, уже все, не успеете, да? А вам нужно это взять сейчас, оно пока к вам идет, потому что на это есть ограниченное количество времени. А также вам скоро в какую-то дорогу собираться. А раз вам в дорогу собираться, то значит готовьтесь, собирайте свой чемодан и тщательно планируйте, а что вы с собой в эту дорогу возьмете и вообще, а куда вы поедете, да? Расскажите. Идет ли вам дорога сейчас в жизни, как вы о ней знаете, или вы пока еще ничего не знаете. Между прочим, рыцарь жезлов часто показывает, что скоро гости приедут. Может быть такое, что к вам какой-то человек приедет в скором времени в гости, но вы этого совершенно как будто бы или не ожидаете, или, когда он приедет, будет что-то, не совсем такое, да, то, что вы планировали. Вообще, рыцарь жезлов, я его называю как понос. Он возникает резко, неожиданно, и ты не знаешь абсолютно, что с этим делать. Я, конечно, шучу, но ведь иногда нужно шутить, да, на раскладах, чтобы вам стало легче, и обстановка разрядилась, и чтобы вы расслабились в моем присутствии, ведь мы сейчас сидим вдвоем, общаемся, разговариваем, а вдруг вы со мной еще не знакомы, и значит, вам нужно ко мне привыкать, правда? Итак, что вы должны услышать от карт? Что вы должны от карт сейчас услышать? Давайте посмотрим, дорогой гость. Шут. Вы знаете, шут — это карта такая. Она говорит о том, что скоро вы пуститесь в приключения. И ведь рыцарь жезлов на дне колоды то же самое показывал, что вы скоро, куда-то, да, или поедете, или пойдете, или с кем-то неожиданным встретитесь, будете общаться, разговаривать с этим человеком. Новый человек может быть, или человек обновленный, или с новыми какими-то разговорами, новостями, идеями придет человек в вашу жизнь. И вы знаете, шут — это в омут с головой. Вот поверю я или не поверю, снова может быть, да? Или смогу ли я пуститься в это приключение, решусь ли я? И вот что вы должны сейчас услышать? Что вы свободный человек, что вы вольны решать так, как вам удобнее, как вы хотите в жизни. Да, у меня Демид храпит, я извиняюсь. И он сюда приходит, вот здесь лежит, и все, ничего не сделаешь. Я же не могу его пинать из комнаты. И вот понимаете, вот эта вот карта, да, шут, она говорит, что, может быть, вы даже найдете нового себя или новую себя в скором времени. Вы познакомитесь с собой и, как будто бы увидите своего внутреннего ребенка. Может быть, этот внутренний ребенок, который в вас сидел долгое время, он согласится на игру, на приключения, поверить снова кому-то, в омут с головой, поехать куда-то, да? И ему будет весело, интересно, а вы вместе с ним вот подружитесь, вот понимаете, подружитесь. И, между прочим, что вы должны услышать, да? Что вы можете что угодно. Вот шут, он настолько свободный, он может что угодно вот совершенно сотворить, и кто ему доктор? Кто с него взятки гладкие, да? Хорошо, давайте еще смотреть. Корень вашей проблемы, основной сейчас в жизни, да? Какая у вас основная проблема, это вы сами знаете. А вот у нее есть корень, он где-то зародился, этот корень, и где-то прорастает, где-то сидит, да? Так, корень вашей проблемы в карте Отшельник. Смотрите, первое, что может быть по карте Отшельник, это то, что кто-то хочет развиваться духовно, выбрал свое направление, но в отношениях с вами довольно пассивен. То есть делает все как бы для себя, для своего духовного развития, но не для вас. Или не для группы людей, допустим. Углубился в себя, ушел в себя, вернусь не скоро, да. Хочу познать себя, понять себя, разобраться в себе. А ты вот пока, что ты будешь делать, мне без разницы. Вот, может быть, корень проблемы у вас сейчас именно в человеке, да, что он себя как-то вот отстраненно ведет. А вы, чувствуя это, тоже испытываете дискомфорт, потому что вам это непонятно. Или вас это заводит, да, вот как-то подначивает. А может быть, обижает.
А еще по отшельнику могут быть ваши программы одиночества и желание разобраться в себе, понять себя, углубиться в себя. Вот вы знаете, такое часто бывает, что отшельник, он выпадает человеку в жизни, когда ему нужно, ну, наконец-то пойти по пути духовного развития, понять, извиняюсь, у нас очень жарко, понять Бога, понять Вселенную, понять, для чего он живет, что ему на этой планете-то, да, что он забыл здесь. И не в деньгах уже у него счастье, да, не в том, что там надо реализоваться, заработать, а вообще понять, а для чего я родился-то, что я тут делаю. То есть даже не вот там не рождение детей, ничего-то такое, а миссия какая-то, да, вот такая высокая миссия на Земле. А иногда это еще корень сидит в том, что вы еще не нашли своего учителя. И обрастаете проблемами только потому, что вам наставление еще не дано. А когда оно будет дано, вы поймете, как решать ваши проблемы. Так, что вам сейчас делать? Что вам сейчас делать в жизни? Тройка мечей. Ой, какая карта, тройка мечей. Она, знаете, она показывает тяжелый опыт. Его нужно что? Усвоить. Да? Что вам сейчас делать? Усваивать опыт срочно. Вы какую-то ошибку совершали по кругу много-много раз в жизни. Почему вам вначале шут выпал? Вот, потому что вы должны от этой ошибки, ну, как бы так освободиться, да, стать вольной птицей и что-то неожиданное для себя совершить. А тройка мечей, она показывает, ну, усвой ты уже этот урок, иначе тебе так и будут долбашить вот высшие силы, делать тебе как бы как ситуации, что когда тебе больно, для того, чтобы ты, наконец, этот урок-то как-то усвоила, да. И получается, знаете, нужно перестать повторять одну и ту же ошибку. Ну, может быть, вы кому-то по кругу верите постоянно. И, ну, это ошибка, да, постоянно верить человеку, который все время врет, например. Или даете кому-то шанс, хотя человек уже давно недостоин, и нужно-то повести себя иначе, и человек исправится. Вы ему исправляться-то не даете. Или, может быть, вы бросаете, да? Вот как я про пажа жезлов говорила. Идей-то много хороших, но бросаю-то я их на полпути, потому что не могу по умеренности смириться и дождаться результата этого дела. И потом обижаюсь сам на себя. Почему я в жизни не реализован? Почему у меня денег нет? Почему там, я не знаю. Опять же, с людьми, да? Почему я ему опять поверила? Почему я не замужем? Или почему у меня не ладятся отношения? Или почему я заболела? Почему я заболела? А на самом деле, вот, допустим, ну, это так круговая порука, да? Человек, допустим, неправильно питается. Он вроде пытается сесть на диету, вот что-то себя берет в руки, а по умеренности не хватает, да, этого терпения. И опять срывается в эту же яму, опять у него, там, не знаю, печень, поджелудка болит, кишечник, ну, что угодно, голова, у кого-то сердце вообще. И ну как вот я вот вроде как, за что мне такие муки, почему я опять болею? Ну что ты питаешься неправильно, не занимаешься здоровым образом жизни, там, да? Не смог ты себя взять в руки или не смогла. И нужно просто этот урок усвоить, ну уже раз и навсегда, откажитесь там от нездорового питания, от курения, от алкоголя, от кока-колы, если вдруг она вам мешает в жизни, или от того, чтобы, ну, прощать кого-то. Ну, что угодно, да. То есть просто нужно уже усвоить этот урок по тройке мечей. Что вас так обижает? Его надо взять и усвоить. Перестать повторять. Что делать позже? Ну, если вы все-таки усвоите урок, что делать позже, да? Да и вообще, даже если не усвоите. Рыцарь Пентаклей. Не торопиться, делать все основательно. Стараться действительно проявить терпение и набраться профессионализма. Но также, вы знаете, он такой, он не очень романтичный, но он умеет копить, например. Он умеет собирать вокруг себя энергию, ресурсы, честных людей, сам честный, всегда говорит только правду. Рыцарь Пентаклей – это карта очень неоднозначная. Объясню почему. Есть же Каббала, которая очень привязана к Таро, есть мистика Таро, и эту карту буквально проклинали. Проклинали и выбрасывали в древние времена из колоды, понимаете? То есть вот он вам выпал не просто так,
его, ну, многие ненавидели, да. И получается, такая карта, она несет в себе вот действие как бы кардинальное для вас, но обыденное для других. То есть кто-то привык быть основательным, кто-то привык накапливать деньги, энергию накапливать, кто-то привык быть профессионалом, кто-то привык жить, ну, по дисциплине, по какой-то, по своей, или не торопиться, а вы-то не привыкли. И для вас это будет крайне негативная ситуация, неприятная. Выход из зоны комфорта, он это не показывает, да, но его никто не любит. Почему? Потому что те, кто должен вести себя именно так по рыцарю Пентаклей, но не привык к этому, им невероятно сложно. Вот, допустим, взять моего сына, да, он не привык целенаправленно выучивать слова, у него другой подход к учебе. И ему нужно выучить немецкий, обязательно, срочно, вот за 3 месяца. Я к нему подхожу, говорю, вот тебе 8 глаголов. Выучи, пожалуйста, 8 глаголов. У него совершенно другой в жизни подход ко всему. Если бы он песню на немецком учил, или там еще что-то, да, игру там, у него бы это за 5 минут все ушло. А тут надо вот по рыцарю Пентаклей взять и 8 глаголов выучить. Заставляла прямо из-под палки. И понимаю, что для него это выход из зоны комфорта. Вот прям просто выход из зоны комфорта, что это не его система. И вы знаете, по-другому язык не выучить. То есть, если ты не выучишь эти слова, да, то есть именно нужно их зазубрить, то язык ты не выучишь. Как бы ты ни старался по Петрову знать, как устроено предложение, что повествовательное, что вопросительное, что отрицательное, да, отрицающее, что еще там знаки эти вопросительные слова, как ставить, куда ставить. Но ты пока не выучишь эти слова, ничего не получится. Хоть ты как знай, как предложение составить, слов-то у тебя в голове нет. Вот он, рыцарь Пентаклей, понимаете? Вот у вас есть какое-то дело, допустим, идея, но вам нужно основательно подойти к ней, зазубрить ее. И точно так же в отношениях. У вас есть идея для хороших отношений, но нужно проявить терпение и основательность. То есть день за днем вы выполняете одинаковые скучные действия. И вот если вы их сделаете, у вас будет что работа, что заработок, что отношения. Но нужно каждый день выполнять скучные действия. Ну, например, у вас в отношениях не хватает хозяйственности. Понятное дело, почему вы не дисциплинированы, допустим, не воспитали себя и так далее. Или родители там, да, вам не привили это. И, допустим, человеку нужен комфорт, то есть тому, кто с вами живет. У него это обязательно условие, у него семья другая была. Вы его любите, но не хватает хозяйственности. И вам что нужно каждый день по рыцарю Пентаклей? Выполнять рутинные дела, да? Допустим, 5 штук. Поняли? Поняли, о чем речь, да? Что вам позже делать после того, как вы усвоите урок. Каких действий вам следует избегать? На самом-то деле еще это надо посмотреть. 2 жезлов, отстраненности, невовлеченности и скуки. Понимаете, некоторые люди теряют цель после того, как достигают этой цели. Вам нельзя терять цель. Во-первых, вы ее еще не достигли. Во-вторых, как бы ни было скучно ее достигать, вы не должны разочароваться, потому что вы должны видеть результат. А как его видеть? Нужно его манифестировать, то есть представлять уже конечный результат. Что же вас ждет, когда вы вот эту всю рутинную работу провернете? Представьте, что вы бухгалтер, вам нужно прибраться в кабинете, где куча перепутанных документов. Вы, если будете в голове фиксировать, что там будет очень красиво, чисто прибрано, и все папки разложены правильно, документы, а потом вас еще похвалят и дадут премию, вы будете это делать. Если вы зафиксируетесь на рутинной работе, которую нужно там, не знаю, 2 недели подряд точно выполнять, все, вам наскучит, вы это бросите. И вот вам следует избегать отсутствия внимания, отстраненности, скуки и равнодушия вашего. То есть вам нужно вовлекаться в любой процесс, который вы хотите завершить или в котором вы хотите достигнуть чего-то. Хотите любви, уделите внимание человеку или тому, что он хочет. Хотите заработка, уделите внимание, как говорится, будьте вовлеченными в эту ситуацию.
Ну вот такой сегодня получился у нас разговор. Пишите свое мнение, понравился вам этот разговор или не понравился. Подбодрил он вас или окунул еще сильнее и так далее, и так далее. Мне интересно ваше мнение, понравилось ли вам беседовать со мной. Всем пока и до новых встреч.